сестры, в этот день, много веков назад, радостные толпы людей приветствовали Спасителя. Они увидели в нем своего царя. Они ждали от него чуда и счастья. Но прошло всего лишь 5 дней, и они, те же самые люди, стали требовать его смерти. «Распни, распни!» — неистово кричали они. Так, девочки, подъем. Подъем. Воскресенская, я к тебе обращаюсь. Встаем, встаем, освобождаем. Серафима, надо вставать, слышишь? А это что такое? Что стряслось, Сима? Я папу с мамой видела. У мамки с папкой хлебца возьми, разява. Ага, разява. Отдай хлеб. Чего? Ты кто такая? У тебя отец поп, а у меня и у Ленки отцы-офицеры. На фронте немцев бьют, ясно? А у Ритки отец вообще буржуй. Его в тюрьму посадили. Не поп, а священник. Отдай хлеб, по-хорошему прошу. Не, Ленк, ты смотри, какая наглая. Ага, наглая. А может треснуть ей? Не суй свой нос. Ай, ты что сделала? Так, а здесь что? А, Воскресенскую у нее хлеб отбирала. Вот как? Так, в кровати провалялась дольше всех, а теперь хлеб у подруг забираешь. Встань, когда с тобой разговаривают. Это... Не плачь, Катюша. Вот твой хлеб, кушай. И вы, девочки, тоже. Спасибо, Ольга Семеновна. Ну что, Воскресенская, нечего сказать. Иди за мной. Чего теперь будет-то? Посмотрим. Чего смотришь? Жуй свой хлеб. Жуй! В строю стоят советские танкисты. Ну, что там у вас? Да вот, Иван Андреевич, не знаю, как и сказать. Воскресенская хлеб у Волковой отнимала. Как так отнимала? Разве это может быть? Что ж получается, Серафима? Наши войска фашистов бьют, живота не жалея. А мы в тылу хлеб друг у друга будем отнимать. Я не отнимала. Да уж. Подождите. Ты говоришь, не отнимала. Тогда кто? Да что вы ее спрашиваете? Она и отнимала. Да, Воскресенская? А вы откуда знаете? Видели? Мне Катя Волкова сказала. Ну тогда позовите Иван ее. Андреевич, ладно, хлеб. Воскресенская Пожалуйста, решит. позовите Катю. Сейчас.
Пусть знает враг, укрывшийся в засаде. Мы за врагом следим. Здрасте, Иван Андреевич. Ну, что скажешь, дочка гвардии капитана Волкова? Отнимала у тебя хлеб, Серафима? Хлеб? Какой хлеб? Какой? Серый, Катя. Да нет, смешно даже. Воскресенская меня отбирала. Ну, Ксима, крикни в коридор Ольгу Семеновну. Иван Андреевич, это что, наши уже сюда? К самой границе подошли? К ней самой. Вдоль всей линии гоним фрица. А папа здесь? Здесь, Катя. А скоро вот здесь будет. Война кончится, и он меня заберет. Правда? Правда. Передадим в лучшем виде. Ну, что там было? Да ничего, Иван Андреевич, не было. Ничего. А как же Ольга Семеновна? Не беспокойтесь, она перепутала. Вот те раз. Перепутала. Ага, она одна, а нас много. Закружилась с нами и показалось что-то. Вот так прям показалось. Конечно. Вы только ей не говорите ничего. Огорчиться может, а огорчать не хочется. Разрешите идти? Идите. Идите, девочки, у меня дел по горло. Вести огонем, сверкая блеском стали, поедут машины в яростный поход. Воскресенская, с тебя причитается. Рита, Вообще, это мое место. напугала до смерти. Я сюда по ночам прихожу, когда все спят. И тебе не страшно? Темно ведь. Я не боюсь. Ко мне фея снов приходит. Я с ней дружу. Что? Ты плакала? Нет, не совсем. Катька, но я спасу тебя. Ты полетишь со мной в озерную страну. Там нас ни одна Волкова не найдет. Куда? Смотри, я нарисовала все, что видела. Что это? Не хочешь? Тогда оставайся здесь. Тише. Сколько раз объясняла. Здесь детский дом, здесь режим. А если что случится? Вы опять из-за Серафима расстроились. Да не переживайте так, она девочка смышленая. Я за ней смотрю. Оно и видно. Будьте здоровы. И вы тоже. Пойдем отсюда, Рита. Странное здесь место. Это дом странный. Ты его видела? Кого? Это тайна. Очень большая. Но тебе я скажу, Сима. Ты добрая. Только дай мне слово, что никому не скажешь. Даю слово. Я видела привидение. Привидение? В нашем доме? Да, это женщина. Она в белом таком длинном пришла, а лицо серое. И вздохнула вот так. Ох, Хлебом пахнет. Серафима! Маргарита! Вы где? Тараскина, ты Риту с Симой видела? Не, только ты про привидения и фей разных больше никому не рассказывай. а тебе можно? Я слово дала. Мне можно. Воскресенская, спишь? Пошли.
Не надо. Смотри. Ефея. О, ее горбушка под подушкой. Видала? Рита, может, вернемся? Нехорошо это. Ты что? Пошли, говорю. Ты слово дала? Ладно. Отче наш, еси на небеси, да светит. Тетя Лиза. Это тетя Лиза. Борщица? Кто здесь? У вас там двое. А ну, вылезайте живо. Чего вы здесь забыли, а, барышни? Простите. Простите. А ну, кыш в постели. Лазутчицы. Чего они здесь искали? Ефея. Рита. Здравствуй, мой знакомый солдат. Пишу тебе из замечательного детского дома. Я не знаю тебя, запятая, но думаю, что ты сильный и смелый. Воскресенская, ты что, спать сюда пришла? Тишина в классе. Покажи, что ты там написала? Здравствуй, точка. Тихо. Это двойка. Встань. Ты что думаешь, мои уроки это так, всхрапнуть? Извините, Ольга Семеновна. Это ты извини нас, Воскресенская, что разбудили. Ты же у нас особенная. Вот, девочки, полюбуйтесь на эту башню. Может, у тебя в церкви так было принято, а здесь
Будь добра. Кто храпит? Рита? Рита, что с тобой? Проснись. Рита всю ночь не спала, и Сима тоже. Почему? Они куда-то ходили, а когда вернулись, разбудили нас. Мы видели. Это правда? Под утро вернулись. Ага, под утро. Интересно. Катя, додиктуй. Я скоро. Сима, Рита, за мной. Война скоро кончится, запятая. И я желаю тебе вернуться домой и увидеть любимую маму. Точка. Елизавета Александровна, тут вот про этих говорят, что они ночью по дому шлялись. Как педагог, я обязана вас спросить. Вы об этом знали? Так они ко мне приходили. К вам? Ночью? Да, Ольга Семеновна, мы чай пили, разговаривали. А что-то стряслось? Стряслось? Он глазами хлопает, ничего не понимает. Что, простите? Я говорю, ничего не понимают. Я этого так не оставлю. Есть порядок, и его надо соблюдать. Надо, конечно, но кто же спорит-то? Не любит она тебя, Серафима. А ты терпи. Смирением горы можно свернуть. Выспались? Что такие серьезные? Простите, что мы к вам зашли без спросу. Что уж теперь. Пошли, чайку попьем. Куда? К вам? Ну, ко мне, конечно. Так что вот ключ. Бегите наверх, а я чайник принесу, только тихо и без лишних глаз. Хорошо. Вот. Ну куда? Можно с вами? Нет. Ну ладно. Смотри, Лиза жила здесь. Вот это новость. Я так и знала. Никакая она не уборщица. Она хозяйка этого дома. Рита? Графиня. Или, может, княжна. Чай приехал. Чашки вон там, в шкафчике. Сейчас. Рита, там в тумбе сахар лежит. Принеси его. Сейчас чай будем пить.
Тетя Лиза, а вот святой, который там, на иконе, его как зовут? Серафим, да ведь просто тебя запомнить. Его Серафим зовут. Батюшка Серафим, тезка твой. Серафим. Когда-то в этом доме Серафиму хорошо знали, очень хорошо. Я вспомнила. Ему мама в церкви молилась. Вот как. Прадед у меня был, царство ему небесное, генерал. Он-то с батюшкой встречался. А потом всю жизнь его почитал, помнил. А это кто? А это батюшка Серафим, еще мальчиком. Отец у него умер, и мама одна вместо мужа за строительством церкви следила. Пошла она в один день поглядеть на недостроенную колокольню и сына с собой взяла. Так вот Господь изберег будущего святого. Ой, ничего страшного, милая. Сейчас поправим. Уходим. Пора. Рита, посидим еще. Смотри, несут кого-то. Помещика несут. Был тут такой. Год как лежу. Ни ногой, ни рукой двинуть не могу. Помоги, отец Серафим. Да ведь я не доктор. К докторам нужно в болезнях обращаться. Я у 3 лучших врачей был. Все способы испытал, все лекарства. Нет исцеления. К тебе пришел, батюшка. Понял я, что только милость Божья может исцелить. Значит, веруешь? Верую, батюшка. Тверже скажи, радость моя, веришь ли ты в Иисуса Христа, Сына Божия? Верую, батюшка. Всем сердцем верую. Так если веруешь, значит, уже здоров. Радость моя, отпусти слуг своих и иди сам. Вот как бывает, Серафима. Этот-то помещик прадеда моего к старцу Серафиму и привел. Говорят, упирался он крепко. Ну, характер такой, значит. Не гневайтесь, ваше превосходительство, но вам непременно к Серафиму надо. И ты туда же. Что вы мне все с этим монахом лезете? Я с молодых ногтей ни во что не верю. Все сам. И все-таки надо, ваше превосходительство, старца посетить. Кто знает, может, и веру обретете. Да хватит вам причитать, как старуха какая. Я в войну до Парижа дошел. А вот однокашник мой шибко в Бога верил, все упрекал меня, что не так живу. А сам где? Убит. И где Бог его? А сколько таких в земле матушки? А я вот жив-здоров и ни в чем не нуждаюсь. Но вы, ваше превосходительство, про вечную жизнь забываете. Бабьи сказки. Ком земли на гроб, вот и вся жизнь. Пойдемте лучше на терраску, Николай Александрович, там самовар коптится. А я, ваше превосходительство, если хотите, пари держу, что старец ваше неверие развеет. Вот как? Ха. На что спорить будем? Да на что душа лежит. Душа? На самовар. Всего-то. Золото до краев. Согласен, Николай Александрович? Согласен, ваше превосходительство. Завтра тронемся. А ну-ка, передайте вон то варенье. Ты обещала. Я знаю, но пожалуйста, давай дослушай. Нет!
Рита, Что стряслось, девочки? Рита. Рита, я знаю, что ты здесь. Уходи. Я тебя чем-то обидела, Рита. Почему ты осталась? Почему не ушла со мной? Я хотела узнать про икону и про церковь. Я все это уже видела. Это очень важно. А я что? Неважно. Ты тоже важна. Ты моя подруга. Ты к этой Лизе больше не ходи. Почему? Ты что, не знаешь, что про святых и старца этого сказки для старух? Нет, Рита, не говори так. Он есть. Понимаешь? Не очень. Ладно, давай забудем. Покажи рисунки. Смотри, все равно не поймешь. Я сегодня такой сон видела. Меня фея в озерную страну относила. Фея красивая. Не то, что этот, ваш старец. Рита! Ладно, ладно. Вот, гляди. Это что, письма? Где ты их взяла? В почтовом ящике. Что? Я ночью ящик открываю и беру. Так нельзя, Рита. Дай сюда. Я тебе свой секрет покажу. Никто, кроме тебя, об этом не знает. Это от моей мамы. Там Господь. Да обман это все. Перестань, не говори так. Буду. Это у тебя от того, что ты поповская дочь. Иди, ищи своих святых. Иди отсюда и никогда сюда не приходи. Ну вы чего? Вам, я смотрю, места в доме мало. Теперь в бытовке моей поселились. Меня Ольга Семеновна съест когда-нибудь, по вашей милости. А чего это с ней? Я ее такой еще не видела. Тетя Лиз, а что с прадедом вашим дальше было? С прадедом, значит, вот как было. Куда ж ты меня завез, Николай Александрович? По таким тропам не то что люди, волки не ходят. Простите, незван явился, без приглашения, посетить ваше уединение. Милости прошу. Помнишь, радость моя, полковника, однокашника твоего? Ты приказ получил свой полк на врага повести. А ты что же, его вперед под знамя поставил, а сам с бачкуда за спинки солдатушек? Он погиб. Ну, к победе отряд привел. А ты за его победу эти медальки получил. Так ведь? Прости, Христа ради, отец Серафим. Бог тебя простит, радость моя. Бог простит. Ваше превосходительство. Вы меня слышите, ваше превосходительство? Везите домой, Николай Александрович. Вам теперь из моего самовара кушать. Не надо мне золотых. А помочь желаете, так вы их лучше деткам обездоленным отдайте. Отдам. Видит Бог. С тех пор, говорят, прадед мой кроткий стал. Никого не презирал и ни с кем выше себя не ставил. Молитвенник был. Иногда только плакал много.
Тогда все старца Серафима поминал, просил его помощи. Как моя мама? Да, и ты проси, когда тяжело. Тетя Лиз, спасибо вам. Я к вам каждый день приходить буду. Ну что ты, все хорошо, милая. Ну, ступай с Богом. Дети, пора по кроваткам. Кто спрятался, найду, а кто нет, тем более. Кто с грязной рожицей уснет, к тому во сне нагрянет крот. Отбой! Отбой! Елизавета Александровна, почему крот? Подрастешь, узнаешь, Тараскина. Иди спать. Так будет лучше, Сима. И мне, и фею. Дай сюда. Вот. Ольга Семеновна! Вот, Тараскина нашла. У печки. Можно сказать, мы нашли? Ну да, она нашла, а мы забрали. Спокойно. Ничего не поняла. Я, знаешь, крестик ищу. Просыпаюсь, а его нет. Ты не находила? Я твоим крестиком не сторож. Рита, тебе чего? Если ты сюда, то все. Директор сказал замки повесить. Видимо, Ольга Семеновна пожаловалась на ваше гуляние. Чудная какая-то. Узнавали чей? Нет еще. Да ясно чей. Серафима нашей, чей еще? Может, и не ее. Откуда ты знаешь? Нигде нет. Ах ты, боже мой. Спокойно, Катя. Сейчас все выясним. Пойдемте прогуляемся до Ивана Андреевича. А что мы ему скажем? То же самое, что и мне сказали. Пойдемте, пойдемте. Да. Рита, тебе чего? Серафима Воскресенская в Бога верит. Вот как. А тебе-то что? Она меня креститься учит. Вот. Неправильно она тебя учит. Справа налево надо, а не наоборот. Мы сейчас фашистов бьем. Все внимание человечества приковано к линии фронта. Иди займись чем-нибудь, хорошо? Вот и ладно. Да,
сами все и расскажете. Иван Андреевич, можно? Можно, Ольга Семеновна. Что у вас? Да вот кто-то у нас с крестиком ходит. Вот, у печки нашли. Девочки, чей вы думаете этот крестик? Тараскина нашла. Да что с вами? Я вас не узнаю. Говорите, не бойтесь. Это Воскресенский крестик. Она мне его показывала. Вот так, Иван Андреевич. Воскресенской. Идите все отсюда! Я? Нет, вы-то останьтесь. А ты молодец, Ритка. Была буржуйка, а теперь наша. Так этой Симке и надо. Да, Кать? Да иди ты. Ты чего? Чего я такого сказала? Ритка, скажи ей. Где крестик? О, привет. Как жизнь? Тетя Лиза сказала, вы нашли. У Семеновны он. А она у директора. Поздно. Все Воскресенское доскакалось. В чем дело, Воскресенская? Почему без стука? Крест отдайте. Ну, нет, вы видите, Иван Андреевич? Да она одержимая. В пятницу поговорим на общей линейке. А сейчас выйди вон отсюда. Отдайте крест. Вот как у нас все запущено, товарищ директор. Это ваша мягкость. Хорошо. Я сама закрою дверь перед этой хамкой. Отдайте крест! Что такое? Отдайте! Иван Андреевич, что? Что ты делаешь? Серафима! Сима! Играйте, девочки, играйте. Спасибо! Ну вот и вся Воскресенская. Куда ты? Куда ты?
Здравствуй, доченька. Папа, мне тебя так не хватает. А где мама? Она ищет тебя. Во всем положись на Господа. Проси у батюшки Серафима, и все будет хорошо. Помолись за меня, папа. Я хочу к маме. Конечно, правы. Но вы понимаете, спит все время. Это хорошо. Организм во сне восстанавливается. Я доктор Олег Андреотович. А ну-ка повтори, как меня зовут? Антрикотович? Очень хорошо. А какой сегодня день недели? Четверг? Правильно. Елизавета Александровна, не мешайте доктору работать. Пожалуйста, пожалуйста. Встать можешь? Вытяни руки, пошевели пальчиками. Ну вот, девочка вполне здорова. Замечательно. Спасибо, Олег Андреотович. Простите, что напрасно побеспокоили. О, если что, зовите. Правда, по такой дороге быстро не получится. Вы сами-то как себя чувствуете? Я-то потихоньку живая, слава богу. Елизавета Александровна. Молчу, молчу. Пойдемте, доктор, я вас провожу. Привет, Воскресенская. Чего тебе? Выздоравливай. Девочки, наша доблестная советская армия гонит врага к самым границам нашей Родины, а на некоторых участках и подальше. Под мудрым руководством нашей партии война будет доведена до победного конца. Но нельзя забывать, что мы должны быть верны идеям и принципам нашей партии. Тем более, что каждый из вас будущая пионерка. А это очень большая ответственность перед Родиной. Это понятно? Угу. С недавних пор неизвестно, что у нас тут происходит. Крестики появились, завелись разговоры о Боге и разные другие моменты религиозного культа. Собственно, сегодня мы собрались, чтобы обсудить с вами этот вопрос. Передаю слово старшему воспитателю Ольге Семеновне. Спасибо, Иван Андреевич. Всем вам известно, что не так давно был найден нательный крест. Он сейчас у меня. А его хозяйка, девочки, воспитанница нашего дома, Серафима Воскресенская. Воскресенская, выйди из строя. Повернись лицом к девочкам. Конечно же, за принадлежность к религиозному культу
Воскресенскую надо отчислить из рядов наших воспитанниц и передать ее в соответствующие органы. Но партия не тюрьма, а мы не звери. Поэтому будет правильно, если ты скажешь нам, Воскресенская, что Бога нет. Ну говори же, обед скоро. Мы так до ужина простоим. Серафима. Батюшка Серафим, они отняли мой крестик. Никто не может его отнять, потому что крест и есть путь твой к Богу. Серафима. Господь родился в пещере, на земле жил, больных исцелял, мертвых воскрешал, а потом смерть на кресте принял, а затем воскрес. Сима! Бог есть. Я так и знал. Иван Андреевич, она у меня крест выкрала. Вы представляете? Выкрала воровка! Это перебор, Серафима. Одумайся. Даю тебе последний шанс. Что вы нервы тратите, Иван Андреевич? Вы посмотрите, она невменяемая! Подождите! Дай крест и скажи, что во все эти небылицы про Бога ты не веришь. Ты виновата, Сима, скажи нам это, скажи! Иначе худо будет. Давайте поможем. Бога нет! 3, 4! Бога нет! Бога нет! Бога нет! Бога нет! Бога нет! Хана. Не говори ничего, я слышать не хочу. Может, ты и поймешь, что вела себя неправильно, но решение я не изменю. Я позвонил в район и договорился о твоем переводе в колонию. Меня? Да, Сима. И не смотри на меня так. В общем, как только транспорт приедет, отправим с ним. Спать будешь здесь. Хлеб и воду принесут. Только ты вот что, дочка, ты пойми меня правильно. Что еще-то? Крест. Тьфу ты! Крестик Ольге Семеновне отдашь? Ну и ладно. Иван Андреевич, это... Пойдемте, прошу Вы вас. человек военный, и всех деталей педагогики, конечно, знать не можете, но это... Ольга Семеновна! Здрасте, Иван Андреевич. Ага, здрасте. Вы чего здесь? Мы это... Ну идите отсюда, сейчас я вам и ага, и это... Марш спать, я сказал! Я вам покажу, как бродить не знамо Иван где! Андреевич, это же я, Волкова. По горло боевого офицера в детдом упекли, я ж говорил. Везите на фронт хоть кем-нибудь, там люди кровь проливают, а я тут что делаю? Правильно это? Где твой Бог, Серафима? Вот видишь, Воскресенская, до чего ты директора довела. Теперь все. Спокойной ночи. Зачем пришла? Это я у Симки крестик выкрала. Сжечь хотела, а он не сгорел. Я не знала, что все так будет. Что мне делать? Проси прощения. Не могу. Страшно. Страшно?
А чего ты боишься? Не простит. Глупенькая, откуда ты знаешь? Надо просить. А простит или нет, это другое дело. Надо просить. Живий в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, водворится. Речет Господеви, заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. А вам что здесь нужно? Нас Ольга Семеновна прислала. Ключ отдать от чердака. Ага, где Симка сидит. Давайте. Еще воду ей сказала принести и хлеб. Принесу. Идите от греха. А это у вас там что, тетя Лис? Где? А вон там, в шкафу. Огонек горит. Да? Ага. Ленка, это портрет. Чей портрет? Чей? Вождя. Какого? Как какого? Нашего, Лен. Доходит до тебя, как до жирафа. Мы пойдем. Да какого жирафа? Рита. Рита. Ой, Господи. Господь, если ты есть, прости, что я крестик нашла у печки. Я случайно.
Христос воскресе, радость моя. Батюшка Серафим. Сегодня великий праздник. Отдав свою жизнь на кресте ради спасения людей, Господь даровал нам возможность войти в Царствие Небесное. Вот возьми и порадуй всех, кого встретишь. Да не кисни ты. Подумаешь, колония, прорвемся. Мы адрес у Ольги Семеновны спросим, и в гости к тебе приедем. Типун тебе на язык, Тараскина. Ты вот что, Сима, ты там первый бей, бояться будут. Это яйца, что ли? Да, возьми. Христос воскресе. Ну ладно, пускай воскрест. А соль есть? Христос воскресе. Почему она красная? Это в память о чуде со святой Марией Магдалиной. В Риме правил император Тиберий. «Христос воскресе!» — воскликнула Мария и протянула ему куриное яйцо. «Скорее оно покраснеет, нежели мертвые воскреснут», — сказал Тиберий. В этот миг белое яйцо покраснело. Спасибо. А это Ритке передайте. Интересный праздник. Да, Катя? Уйди, Тараскина. Это тебе на первое время. Спасибо. На здоровье. Так, как спалось? Вот твои вещи. Машина за тобой вышла. В столовую не ногой, завтрак пайком получишь. Вроде все воскресенское. А это откуда? Это вам. Христос воскресе! Что? Ты опять? Ты что, издеваешься? Дети! Ольга Семеновна, машина едет! Ну, теперь ты увидишь, куда тебя твои крестики привели. Туда тебе и дорога. Иди вниз. Войдите. Тебя ждут внизу, чего пришла. Это вам. Христос воскресе! Ты заболела или смеешься над нами? Почему? Потому что не могут мертвые воскреснуть. Вот ты где. Ну, в чем дело, Серафим? Я же тебе сказала, иди вниз. Вы идете, Иван Андреевич? Нет, прощай, Серафима. Ну вот, наконец-то. Извините, что так долго. Еле ее нашла. Вот документы. А вот она. Серафима Воскресенская. Это ее мама! Ее мама нашла! Колонии, баста! Сегодня всем по горбушке! Победа! Победа! Я так и знала. Он существует. Я так и знала. Христос воскрес! Христос воскрес!